Премьер-министр Михаил Мишустин посетил стенд Ингушетии на Кавказском инвестиционном форуме и ознакомился с проектами, которые призваны трансформировать регион и поднять его на новый уровень развития, написал глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Как отметил глава, ряд ключевых инициатив и проектов получил поддержку правительства России. Михаил Владимирович отметил важность реализации проектов для развития региона, а также акцентировал внимание на рост инвестпривлекательности республики. Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний до 8 утра. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время на шумные работы, в частности уборку снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора, не распространяются ограничения, связанные с законами субъектов России о соблюдении покоя граждан и тишины. Минцифры выступила с предложением разрешить пополнять баланс мобильного телефона наличными только с паспортом, а купить сим-карту только после проверки паспортных данных по базе МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом в случае несоблюдения новых требований продавцов предлагается штрафовать до 10 тысяч рублей за каждый проданный с нарушениями номер. Весенний призыв 2024 года завершился. В войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны. Призывные комиссии начали работу 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских регионов в войска начались 15 апреля. Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей. Результаты экзаменов после 9 класса нужно учитывать при поступлении учащегося в колледж или техникум, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Сейчас выпускники 9 классов поступают в специализированные учебные заведения по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании. Результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются. По словам Музаева, сейчас люди справедливо обсуждают, для чего нужно сдавать экзамены в 9 классе. Глава Рособорнадзора отметил, что есть случаи, когда ученики предоставляют красивый аттестат с высокими баллами, при этом во время поступления в специализированное учебное заведение они будут конкурировать с более сильными детьми, у которых выставлены объективные оценки. Мошенники используют усложненную схему обмана граждан, ищущих работу в интернете. Как сообщила куратор платформы Народного фронта «Мышеловка» Алла Храпунова, жертвы рассказали о псевдонанимателях, которые требовали внести предварительную сумму для начала работы и предлагали подключить демонстрацию экрана при собеседованиях, в результате чего получали доступ ко всем приложениям на компьютере, а также склоняли жертву к псевдовыкупу номеров в отелях. Чтобы избежать таких проблем, эксперт советует не отвечать на предложения о работе, поступившие от незнакомых номеров в мессенджеры. Лесной пожар на площади 4 гектара в Джейрахском районе потушен, сообщили в МЧС. Ранее сообщалось, что в 18:30 по московскому времени в понедельник произошло возгорание лесного массива в 13-м квартале Арамхинского участкового лесничества на площади в 4 гектара. Отмечается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет. Его причины устанавливаются. Прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности и составления прогноза ее течения разработали специалисты Саратовского государственного медицинского университета. Небольшой прибор, отслеживающий ключевые признаки заболевания, позволит снизить нагрузку на медицинских работников и сократить время ожидания результатов теста, сообщили в пресс-службе вуза. Своевременное обнаружение синдрома хронической сердечной недостаточности, по словам исследователей университета, позволяет назначить адекватную терапию уже на ранних стадиях развития и, соответственно, снизить социально-экономические последствия, связанные с прогрессированием и декомпенсацией сердечно-сосудистых заболеваний. По поручению президента правительство России предусмотрело развитие системы долговременного ухода. Планируется, что к концу 2030 года она будет доступна для 500 000 человек. В рамках программы люди в возрасте смогут получать комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому и сопровождение в разных жизненных ситуациях. Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии подчеркнул, что поддержка граждан, которые воспитывают детей, забота о подрастающем поколении и людях старшего возраста – это приоритет деятельности правительства. Все аспекты этой масштабной работы должны быть учтены при подготовке нацпроекта и соответствующих федеральных программ.